Здравствуйте, меня зовут Юлай Галиуллин, я занимаюсь реконструкцией мужской одежды, традиционной мужской одежды башкир. Сегодня я расскажу вам про елян, кульдак и салвар. Елян происходит от слова ель, ветер, это обусловлено кочевым образом башкир. В то время, когда кочевали, чтобы спастись от ветра, одевали плотные халаты, которые не имели застежек, и таким образом защищались от ветра. Вот так выглядели башкиры, которые вели кочевой образ жизни. То есть это был елян и бурык, меховая шапка. Елян шился из сукна, шерстяного материала и обязательно имел подклад из льна или крапивного или другого материала. То есть все материалы были природными, которые дышали, в них летом не жарко и зимой не холодно. Еще один из элементов мужской одежды — это кульдак, рубаха, которая шилась из ткани, из льна, крапивного материала, из ситца. В основном были белого цвета, реже красного или синего цвета. Были с воротом или без ворота. Были еще мужские рубахи, называлась кияу кульдаге, это свадебная рубаха, она вышивалась орнаментом, дарили ее, одевали ее по праздникам и в основном дарили на свадьбы. Вообще мужская одежда, она не украшалась орнаментом. Это вот рубаха, так называемая кияу кульдаге. Сшилась она обязательно была до колен, так как прикрывала аворат. То есть современные рубашки, они намного короче, но в старину рубахи были до колен. Это было обязательным условием. Кияу кульдаге украшалась орнаментом, шилась из домотканного материала. Домотканный материал был, в зависимости от станка, от 50 до 70 сантиметров. То есть также шилось, брались полосы 50-70 сантиметров и шилось из нескольких частей. То есть под мышками обязательно была такая вот вставка, чтобы когда человек работает, не было таких желтых пятен. Вот. Рубашка обязательно была до колен. Это было обязательное условие того времени, так как брюки носили на завязках. Если, например, завязка лопнет, чтобы срам не оголился, то есть рубахи были до колен таким образом. Вот. Еще были рубашки с воротником. На воротниках носился тоже орнамент, могло быть без орнаментов, но богато украшали орнаментом и кисточками. Еще существует расхожее мнение, что башкиры носили узкие штаны, то есть такого не было. Дело в том, что штаны были всегда широкими, ширились широко, так называемые штаны с широким шагом. Вот такие штаны с широким шагом, для чего это было, с чем это было связано? Дело в том, что осенью и весной кони линяли, и на одежду выходила шерсть коней. То есть, если, например, поехать в гости, то елян пачкался шерстью, и, приехав, например, в гости, очень долго приходилось отряхиваться. Поэтому, чтобы такого не было, халат заправляли в штаны, а потом, приехав в гости, халат вытаскивали. Грязные брюки, они оставались внутри. То есть, эштен кийген салвар, получается, они оставались под халатом. Отсюда слово идет эштен. Эштен — это внутреннее, эштен — штаны. Слово штаны происходит именно от внутренних брюк. Основным элементом башкирского костюма это является пояс, кушак. Как известно, существует борьба на поясах у башкир, где ребята, крепкие парни, меряются силами. Кушак также повязывался, когда выкупали невесту, то есть находили невесту, она завязывала кушак, и это символизировало вступление в брак. Из-за отсутствия на одежде карманов кушак служил переносной сумкой, то есть за него затыкали пистолет, ножи, кресало, кремний, нагайку и другие мелкие вещи. Также в кушак складывали деньги, монеты. Кушак служил шансовым инструментом, то есть если человек оказался в степи, он мог поймать коня, кушаком управлять конем. Если получал рану, он мог перевязать ее, наложить шину, мог связать какого-нибудь противника или там сделать веревку. То есть кушак — это был основной символ мужчины. Сейчас мы рассмотрели традиционные элементы одежды башкир. На этом я заканчиваю. До свидания. Хабалават.